Какой хороший класс! Я желаю вам удачи, в добрый путь и в добрый час. Давайте, чтобы весь урок у нас было хорошее настроение, улыбнемся друг другу, улыбаемся друг другу, да? Улыбаемся, улыбнемся нашим гостям, покажем зубки свои, да, улыбаемся, поздороваемся, здравствуйте скажем. Здравствуйте. Хорошо, молодцы, садимся. Поздравляю вас с началом 4-й четверти. Желаю вам больших-больших успехов. Хорошо? Какое у нас сегодня число? Правильно, 31 марта. Давайте мы с вами начнем наш урок с записи этого числа. Откройте тетрадочки, запишите число. Сегодня 31 марта. Классная работа. Не забываем про орфографический режим, да, отступаем к клеточке. Молодцы, пишем красиво, спинки держим ровно. Первое марта. Ой, будем сидеть ровно, да? Ровно. И сегодня на минутке чистописания у нас будет число 31. Давайте дадим характеристику. Пока остальные пишут, кто может дать характеристику этому числу? Пожалуйста. Давай. Давай громче. Оно двузначное. Соседи. Кто? Нет. Соседи. 32, 30. Молодец. Еще что можем сказать про это число? 30. Молодец. А четное или нечетное? Четное или нечетное? Это число нечетное. Нечетное, умница. Хорошо, молодцы. Записали число? Пишем до конца. Записываем красиво. Молодец. Молодцы. Пишем, пишем. Пишем красиво. Молодцы. Не забываем про осанку. Если у нас сегодня 31 марта, какое завтра у нас число? Кто знает? 1 Правильно, 1 апреля. А какое время года сейчас? Весна. Правильно. А какие изменения в природе происходят весной? Кто знает? Какие изменения в природе? Становится светлее. Ну, хорошо, молодец. Ага, замечательно. Птички. Хорошо, правильно. День долгий, ночь. Правильно, день становится у нас длиннее, а ночь короче, да? Еще какие изменения? Становится чуть-чуть теплее. Да, уже говорили, да? На деревьях появляются почки, начинает вылазить травка, правильно? Да. То есть природа, она просыпается. 21 марта – это число, когда вот это равноденствие. Нет, не 31 марта. А какого? А нет, 21, да, умничка, правильно, конечно же. Сейчас мы с вами выполним интересное задание. Откройте, пожалуйста, первый конверт маленький и посмотрите на фигуры. Там у вас геометрические фигуры. Что это за фигуры? А ну-ка, кто знает, какие там фигуры? Пожалуйста, квадрат, хорошо. Еще какие фигуры есть? Прямоугольник есть еще. Треугольник есть, молодцы. Еще какой? Квадрат, говорили уже. Хорошо, молодцы. Ребята, а вы периметр каких фигур умеете находить? Прямоугольник, квадрат, хорошо. А вы знаете, что такое периметр? А то, может быть, вы просто так говорите, что вы умеете. Что такое периметр? Периметр это сумма всех сторон. Молодец. Сумма всех сторон прямоугольника, да?
Сейчас у вас задание будет, пожалуйста, в команде возьмите и покажите мне кто-нибудь один фигуру квадрат. Я посмотрю, вы все знаете, как выглядит квадрат? Вот. Ага, молодцы. Сейчас вы в команде должны измерить стороны этой фигуры и найти периметр этой фигуры. Тетради? Да, и в тетради записать. Можете обсуждать в команде, если кто-то А подзабыл. приклеивать? Нет, не приклеиваем, просто находим, измеряем фигуру, находим, не чертим, измеряем квадрат и находим периметр. Измеряем фигуру и находим периметр. Пишем периметр квадрата равно. Не рисуем, не чертим, пишем сразу, не чертим, пишем сразу периметр квадрата равно. Не чертим, пишем периметр квадрата равно. А формулу писать? Формулу. Можешь написать. И находим. Можете обсуждать. А можно описать ответ? Да, можешь написать. Хорошо. Хорошо, молодцы. У нас одни ребята нашли периметр квадрата сложением, а другие ребята нашли периметр квадрата умножением. Как вы думаете, почему так получилось? Почему периметр квадрата можно найти сложением и почему периметр квадрата можно найти Простите, он умножением? просто не знал, он умножением решил. Пусть, молодец. А мы все Молодцы. просто- Ничего страшного. Как вы, скажите, пожалуйста, ребята, когда мы находим периметр квадрата таким способом, как мы думаем, вот возьмите фигуру квадрата и посмотрите на нее. Возьмите фигуру, возьмите ее и посмотрите на нее. Что вы можете сказать про квадрат? Что у них все стороны Правильно. Самое важное, что у квадрата все стороны равны. Значит, когда мы сложением находим периметр этой фигуры, как мы с вами думаем? Что мы делаем с этими сторонами? все стороны складывают. Правильно, все стороны складываем. А когда умножением находим, почему мы 3 умножаем на 4? Ой, Почему? Почему мы 3 умножаем на 4? Еще. Есть варианты? мы 3 умножаем на 4, потому что 3 мы должны сложить 4 раза. Правильно. То есть у нас у квадрата сколько сторон? 4 стороны. То есть мы 3 сантиметра взяли сколько раз? 4 раза. Хорошо, молодцы. Теперь вам задание в команде. Нужно из этих геометрических фигур собрать цветок и приклеить его на белый листочек. У вас у всех есть белый листочек. Пожалуйста, из всех геометрических фигур и приклейте. Цветок. У вас должен цветочек, да, получиться? Где твой треугольник? Их 3. Можно твой маленький дать? Вот это раз. Это 2. Я держу отсюда клеить. Как вы можете из этой фигуры сделать цветок? Возможно. Можно просто оставить. Нет. Ой. Заканчиваем. А может надо было вот так? Скорее, вам нужно еще приклеить.
10. Ребята, поднимите теперь свои цветочки. Поднимите, у кого какие цветочки получились. А ну-ка посмотрите. Смотрите, какая у нас красота получилась, да? У всех цветочки получились разные, да? Они уже почти закончили, уже приклеили. Вот последний у них остался, последняя фигурка. Хорошо, давайте поднимаем, показываем. Хорошо, молодцы, можете присесть. А теперь я вам что-то интересное покажу. Я вам дала это задание не просто так. Есть цветок, который похож на геометрическую фигуру треугольник. Посмотрите, этот цветок называется кислица. Посмотрите его Почему лепестки. А вот мы сейчас об этом узнаем. Посмотрите, его лепестки какой формы? треугольный? Правильно, треугольной формы. Это растение, комнатное растение. Кто видел такое растение на подоконнике? У кого-нибудь есть дома такой цветок? У вас есть такой цветок? Это растение по-другому можно еще называть зайчья капуста, клевер счастья, счастливый клевер, да? Разные названия. Но его называют в основном кислинка. Знаете почему? У него есть интересное свойство. Если его попробовать, он на вкус кисленький. Потому что... Вот давайте мы с вами прочитаем еще одну интересную информацию. Кто хочет прочитать? Я. Так, давай. Кислица фиолетовая, листва такого растения имеет кисловатый вкус. Обладает одной характерной особенностью. Ее листья треугольной формы складываются и опускаются в пасмурную погоду или наступление темноты. В это время кажется, что на растении расположилась стая бабочек, поэтому и называют кислицу мадам. Мадам Петтерфляй. Мадам Баттерфляй. Или цветок бабочки. Как только растение чувствует достаточное количество света, лепестки возвращаются в исходное положение. Хорошо, спасибо большое. Значит, когда становится темно, что происходит с лепестками? Они закрываются. Молодцы, они закрываются, складываются. А когда снова становится светло, они что делают? Раскрываются. А почему называется кислинка это растение? Потому что, если попробовать, потому что он кислый. Да, на вкус, да, лепестки этого растения такие кислые. Хорошо, молодцы. Теперь посмотрите, пожалуйста, на доску. И давайте прочитаем эти выражения математическим языком, используя название компонентов умножения. Кто может? Пожалуйста. Множитель произведения. Прочитай. 2 умножить на 3 равно 6. Спасибо. Второй кто может? Пожалуйста. Да, ты, вставай. Что? Множитель произведения. Теперь это выражение. Читай. Множитель 4. 4 умножить на 2 равно 8. Хорошо, спасибо большое. Садись. Теперь нам нужно эти рисунки соотнести с этими выражениями. Как вы думаете, к какому рисунку какое выражение подходит? Кто знает, кто скажет? Я знаю. Да, кто еще? Кто? А ну-ка давай. Это подходит к Какой именно? Какой? Нет, есть у нас первый рисунок, да? Есть второй рисунок. подходит К какому? к первому. Прочитай это выражение. К какому подходит? К 2 умножить на 3 равно 6. Согласны с ним? Да. Да. Потому что 2 кругляшочка взяли. Молодцы, увереннее говорите, по 3 раза. А этот рисунок, значит, к чему подходит? К какому выражению? Ко второму. Ко второму. Прочитай это выражение еще раз. 4 умножить на 2 равно 8. Молодцы, правильно. Потому что мы 4 берем 2 раза. Теперь, глядя на эти выражения, составьте 2 примера на деление.
Кто может? Кто? Кто? Пожалуйста. 6 разделить на 3 равно 2. Угу. Еще одно. И 6 разделить на 2 равно 3. Молодец. Правильно, умница. И, пожалуйста, ко второму. 8 разделить на 4 равно 2. 8 разделить на 2 равно 4. Молодцы, правильно. И тема нашего урока сегодня – приемы деления, основанные на связи между компонентами и результатом умножения. Отсюда следует вопрос, чему мы с вами будем учиться на уроке? Чему мы должны научиться? Глядя на пример на умножение, чему мы будем учиться с вами? Мы будем учиться делить. Угу. Правильно, мы научимся делить, используя пример На умножение. на умножение. Хорошо, спасибо большое. Давайте, вы, наверное, устали. Давайте все дружно встанем. Встаем, встаем, встаем. Ножками потопали. Ручками похлопали. Покружились, повертелись, покружились, повертелись. И на место тихо сели. Глазки крепко закрываем. Закрываем глазки. А потом все открываем, дружно до 5 считаем. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь быстро поморгаем глазками. Быстро поморгаем, чтобы наши глазки отдохнули. Хорошо, молодцы. Давайте с вами выполним сейчас задание в учебнике. Для этого откройте страницу 63, номер 1. Страница 63, номер 1. Открыли? Страница 63, номер 1. И нам задание нужно, используя произведение, найти частное. То есть на основе примера на умножение мы с вами будем что делать? Находить частное. Да, находить частное, делить. Посмотрите на первый столбик. Давайте мы с вами разберем его вместе. Пожалуйста. Сначала пример читаем на умножение. 4 умножить на 3 равно 12. Хорошо, а теперь на деление. 12 разделить на 4 равно 3. Угу. 12 разделить на 3 равно 4. Хорошо, молодец. Пожалуйста, второй столбик, кто желает? Кто, пожалуйста. 6 умножить на 5 равно 30. 30 разделить на 6 равно 5. 30 разделить на 5 равно 6. Правильно, молодцы. А какое правило здесь используем мы? Когда... Нет, не пишем ничего. Какое правило мы используем, когда создаем с вами примеры на деление? Что мы делаем? Мы с вами... Как называется этот компонент? Частное. Нет. Произведение. Мы что делаем? Произведение Делим на множитель. на множитель. На какой множитель? На любой. На любой множитель. А в результате получаем Тоже множитель. Другой множитель. другой множитель. Давайте все вместе проговорим. Если произведение, повторяем, Если произведение разделить на один из множителей, получится другой множитель. А ну-ка еще раз. Если произведение разделить на один из множителей, получится другой множитель. А теперь третий столбик. Пожалуйста, в парах по плечу друг другу проговорите эти примеры и скажите правила, которые только что мы с вами произнесли. Как друг другу проговорить? По плечу. Ты ему читаешь этот пример, он тебе
Матвей читает пример и правила скажите. Пожалуйста. Пожалуйста, Матвей, себе. Третий столбик. Сказали друг другу? А ну-ка оцените своего соседа. Как ваш сосед сказал? Правильно он решил пример? Ребята, Wi-Fi, 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 Wi-Fi. Хорошо. Сказали друг другу примеры? Нет, 20 разделить на 10. Сколько получится? 2. Потому что если произведение, что делать? Разделить на один из множителей, получится другой множитель, да? Хорошо, ребята. Идем с вами дальше. Давайте мы теперь решим задачу. Но задачу вам скажу я. Представим, что мы с вами в магазине, а я буду продавцом. Я буду продавать тетради. Одна тетрадь стоит 3 сома. Сколько будет стоить 5 таких тетрадей? Не знаю. Что? Не знаю. Я продаю тетради. Одна тетрадь стоит 3 сома. Сколько будет стоить 5 таких тетрадей? Я знаю. 15 сом. Как ты узнала? Ну-ка скажи. Как ты считал? 3 умножить на 5. Ну или 5 умножить на 3. Так, 3 умножить на 5 или 5 умножить на 3? 5. 3 умножить на 5, потому что мы 3 сома берем сколько раз? 5 раз. 5 раз. Давайте запишем мы с вами в тетради задача 3. 2 клетки вниз, задача 3. Хорошо, напишите просто задача. И давайте мы с вами эту задачу оформим схематическим рисунком. Вы, ребята, будете на местах своих рисовать. Кто желает к доске эту задачу нам показать? У меня есть даже денежки, вы будете приклеивать деньги. Одна тетрадь сколько стоит? 3 сома. Пойдем, приклей, пожалуйста. Скорее. Пойдем. Так, скотч есть. Скорее. Угу. Приклеиваем. Вы в тетрадочке будете делать схематический рисунок, да? Карандашиком тоже рисуем. Надо делать кружок. Надо сделать... Да, кругляшочки тоже, монетки, да, мы с вами Да, будем рисовать? Да. Это же 1 сом. Да. Ну, у нас тетрадь стоит 3 сома, он сейчас еще приклеит. А нам можно сразу по 3, да? Вот столько стоит одна тетрадь. Да, одна тетрадь стоит 3 сома. А сколько таких тетрадей вам нужно? 5, да, таких тетрадей? Значит, еще нужно приклеить. Пожалуйста, бери монетки. Вы в тетрадочке рисуете. Вы рисуете тоже. Рисуем. Угу. А ну давай. 3. Молодцы. Тетрадь стоит 3 сома. Сколько будет 5 тетрадей стоит? Угу. Вторую тетрадь купили. Третью тетрадь, пожалуйста, приклеивай. А нам тоже так много делать, да? Сколько тетрадей нужно купить? 5 тетрадей. Одна тетрадь сколько стоит? 3 сома. Одна тетрадь. Сколько стоит? Решаем. Так, пожалуйста, еще одну тетрадь, да, мы будем покупать. Пожалуйста, бери. Тетрадочки решаем тоже, делаем рисунок, А мы решаем. вот так делаем. Так, мы уже 4 тетради купили, да? Так, и на еще доске? фигурно будет.
И еще осталось нам купить одну 5-ю тетрадь. Кто пойдет за 5-й тетрадью? Кто пойдет за 5-й тетрадью? Пожалуйста. Скорее, скорее, скорее. Можно за что я пойду? А у нас сколько тетрадей? 6? 5. И нам нужно узнать, сколько мы отдадим денег за эти 5 тетрадей. Решение какое у нас будет? Я не знаю. Я хочу фигурную скобку умножить на 5 равно 15. Правильно. И сейчас мы нарисуем с вами фигурную скобку. Да? Нам нужно узнать, сколько же мы всего заплатили за эту тетрадь. Всего у нас неизвестно. И, пожалуйста, решение. Пойдем, записывай. Айлина, пойдем, записывай решение. Вы рисовали строчку, да? Вы пишете решение внизу и ответ внизу. Пожалуйста, здесь. Разделение тоже надо писать? Нет, еще. 3 умножить на 4. Хорошо. Ответ какой будет? Сколько стоит 5 тетрадей? Ответ 5 тетрадей стоит 15 рублей. Внизу ответ. Тоже записываем. Заканчиваем. Да? Ответ. Молодцы. У нас сомики большие, да, не помещаются. 5 тетрадей стоят 15 сом. Давайте теперь составим обратные задачи. Обратные задачи. Знаете, что такое обратные задачи? Так, кто может составить обратные задачи? Я хочу. Так, пожалуйста. У нас 3 тетради. Мы не знаем, сколько получается. 3 тетради? Ой, 5 тетрадей. И если сложить их, получится 15. Сложить тетради и Мы пришли в магазин и купили 5 тетрадей. За них мы отдали Сколько-то сом. 15. Нет, 15 сом. Сколько сом? Сколько сом стоит одна тетрадь? Правильно, молодец. Мы пришли в магазин и купили 5 тетрадей. За них сколько мы отдали? 15 сом. Сколько одна тетрадь стоит? 3 сома. Как узнали, какое решение будет? Кто назовет? Решение какое будет? 5 тетрадей мы купили, за них мы отдали 15 сом за вот эти все. Сколько стоит одна тетрадь? Решение. Не пишем, я скажу. Решение, пожалуйста. На 5 равно 3. Молодец, умница. Значит, ответ. Сколько стоит одна тетрадь? Одна тетрадь стоит 3 сома. 3 сома. Молодец. Еще одну задачу, пожалуйста, обратную. Еще одну обратную задачу. Оставь пока. Еще одну обратную задачу. Кто может составить? Теперь мы не будем знать, сколько мы тетрадей купили. У нас есть сколько денег? 15 сом. Одна тетрадь стоит 3 сома. Вопрос, сколько тетрадей мы сможем купить? Сколько тетрадей мы сможем купить? 5 тетрадей. Как узнал?
Снимать будешь? 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, молодцы. Идем с вами дальше. Следующее задание у вас будет по уровням. У вас лежат еще одни конверты белые. Вы можете их открыть, выбрать задание. Если вы уверены, что вы хорошо умеете использовать прием деления на основе умножения, то можете выбрать красную карточку. Если вы сомневаетесь, то можете выбрать желтую. А если вы прям совсем боитесь, то можете выбрать зеленую. Выбираем. Работаем на листочках. Работаем на листочках. Прочитай. Работаем на листочках. В общем, я Жоня. Работаем на листочках. Скорее, 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 скорее. Нет, мы спорим. Не надо спорить. Я хочу. А большинство хотят красный. Всем хватит, пожалуйста, берите. А задачу как? Время пошло, делаем на листочках. Я можно согнуть? То есть вы планируете У сделать? вас осталась 1 минута. 1 минута. 1 минута. Хорошо, теперь давайте проверим и оценим себя. Если вы все выполнили, не нужно плакать, не расстраивайся, хорошо? Сейчас я к тебе подойду. Если вы все выполнили, то можете поставить плюсик, если все правильно. Если у вас есть ошибки, то минус. А если вы совсем не поняли, то вопросительный знак. Все ли вы выполнили правильно? Если у вас имеются ошибки, минус. И если вы совсем не поняли и сделали все неправильно, то вопросительный знак. Все были у нас Проверяем. все. Хорошо, ребята, у нас с вами время заканчивается. Давайте мы с вами встанем и покажите, пожалуйста, свое состояние на уроке. Как вы чувствовали себя на уроке? Было ли вам комфортно на уроке или вам было грустно и ничего не понятно? Покажите. Какая вы бабочка? Улыбающаяся бабочка или недовольная бабочка? А ну-ка покажите. Хорошо, молодцы. И у меня для вас имеется бонус. Бабочки к вам прилетели и хотят вам сказать большое спасибо за то, что вы хорошо работали. Выбираем себе бабочку любую. Скорее, скорее, скорее. Скорее, 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 скорее. Вы все молодцы. Вы абсолютно каждый на уроке ответили. Я хочу себе. Я не поняла. Абсолютно каждый из вас на уроке ответил. Вы большие молодцы. Молодцы. Вот вам сладкий бонус. Вы большие молодцы. Я надеюсь, что каждый урок вы будете отвечать абсолютно все. Не нужно плакать. Хорошо, все проблемы можно решить. Да, карточки можете положить в тетрадочку. Спасибо вам большое за урок. А вот это можно.